Владимир Николаевич, еще раз поздравляем от имени компании «Аяр» с присвоением такого почетного звания «Народный писатель Якутии». Примите наши искренние поздравления. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что к нам пришли. И мы хотим задать вам несколько вопросов по вопросам вашего творчества, наверное. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет больше всего на свете? Больше всего на свете меня вдохновляет какая-то неожиданность. Вот я этого не знал или этого не видел. И вдруг я это вижу, я это слышу, я это узнаю. Я уж так устроен, наверное, так устроены все писатели. Мне тут же хочется поделиться этим или своими чувствами по отношению к этому, да, либо знаниями со всеми остальными. Вот, наверное, так в этом суть какая-то писательской души. Наверное. Скажите, пожалуйста, вот у каждого писателя есть свой любимый герой или любимая героиня. Опишите мне своего любимого героя за все время вашего творчества. Может быть, это собирательный образ. Да, но мой любимый герой, наверное, это то, к чему всю жизнь стремился я, и, может быть, то, что у меня не совсем получилось. То есть мой любимый герой – это человек, который ищет что-то такое неизведанное. Да? Это наверняка какой-то путешественник, первопроходец, вот, человек, который отстаивает какую-то позицию при этом свою. Да? То есть, ну так, если одним словом сказать, это первооткрыватель и основатель чего-то. Да? И вот у меня поэтому не случайно в моем творчестве присутствуют землепроходцы, мореходы, значит, моряки, там, да, вот, летчики, перегонщики, геологи. Ну, геолог уж понятно, потому что я сам. И, наверное, поэтому я и пошел в геологи, что мне очень хотелось, вот, чтобы моя профессия была такая, чтобы это была профессия, приносящая открытие каждый день. Вот это вот мой идеал. Мы часто слышим, особенно от пожилых людей, да, и чем сами старше становимся, тем чаще сетуем на молодежь. Особенно сейчас сетуем на читателя, что он совсем не такой, другой. Вот на ваш взгляд, каков он современный читатель? Ну, он современный читатель, конечно, очень разный. Наверное, и во все времена так было. Потому что я встречаю среди молодежи парней, девушек, которые очень внимательно читают текущую литературу. Вот. И вот, ну вот, к примеру, допустим, моя старшая дочь Мария, да, она часто меня спрашивает: папа, а ты читал эту книжку? Папа, а ты читал эту? Стыдно, что ты ее не читал, да? Я тогда в спешке хватаю, потому что вот она и ее друзья эту книжку читают. И притом не просто, если она сама прочитала, а прочитала какое-то количество человек. Они обменялись мнениями, да? Вот. Поэтому есть и такие. И, конечно, есть часть молодежи, которая идет по пути наименьшего сопротивления. Да? Ведь у нас сегодня, собственно, надо только подождать. Да? Если вышла хорошая книжка, рано или поздно по ней снимут сериал, фильм. Конечно, там, может быть, будет совсем не то, что в книге написано, но все равно тебе в удобоваримом виде это произведение подадут. Да? И вот многие молодые люди, они считают так: ну да, книжка вышла, ну скоро же снимут там сериал, фильм, тогда посмотрим. Вот. Поэтому вот, конечно, может быть, число таких вот читателей, ну, таких увлеченных, постоянно читающих что-то новое, их, может быть, уменьшилось, да. Но, естественно, это в прежние времена у них было меньше информационных возможностей у нас. Например, когда мы жили в Якутии, я еще застал те времена, когда в нашем районе, допустим, не было телевидения. Оно в Якутске было, а у нас его не было. Что у нас оставалось? Мы выписывали большое количество журналов, родители выписывали, да и все выписывали. Якутия держала первое место в Советском Союзе. Насколько я помню, 7 или 8 подписных изданий на каждую семью в среднем приходилось. 20 тонн, по-моему, бумаги с напечатанными буквами привозили каждый день самолеты в Якутию, да? Вот. И, конечно, это был вот такой источник информации, источник какого-то художественного удовлетворения. Вот. А сейчас их стало больше. Появился интернет, где многое можно найти. Появились сотни каналов, которые можно пролистать и найти, что тебе нравится. Поэтому мне кажется, что оно, чтение просто вот немножко трансформировалось, да, и уже с этим
как-то, наверное, невозможно с этим процессом бороться, да, все равно вот это превращение в какой-то видеоряд, оно будет идти. Вот. Хотя нам, писателям, конечно, это жалко, вот, потому что все равно, вот, даже, допустим, спектакль, вот я смотрел свой собственный спектакль, ну, я сразу вспомнил первую поговорку драматургов, да, ты пишешь одно, режиссер ставит другое, зритель видит третье, потому что все равно что-то неизменно остается за кадром. А если это роман, то при экранизации потери, конечно, еще более значительные бывают, да. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы читали. И я думаю, что все равно пройдет вот этот период, и люди возвратятся к чтению. Так же ведь было, скажем, после Октябрьской революции, да, когда там книги жгли в кострах, значит, Пушкина с корабля современности, там вообще нам этом ничего не надо, там, вот, поэзия ушла чисто, ну, в какой-то такой формат не аудио, а как это назвать, ну то есть просто она читалась вслух там где-то, да, и очень мало, площадная. да, площадная и мало печаталась, а потом же все-таки опять выросло поколение вот такого читающего народа. Я думаю, сейчас тоже эта волна пройдет. Вот. Главное книгам продержаться какое-то время, потом снова возвратиться на них. Очень на это надеемся. Что для вас поэзия? Если вы прозаик, драматург, фотограф, журналист, то что для вас поэзия? Если, может быть, ваша проза, она более востребована среди современного читателя, ее больше, может быть, покупают, а поэзию, как мы знаем, покупают все меньше и меньше, да, она сейчас далеко не на пике находится. И вот зачем она вам лично? Дело в том, что тут даже вопрос стоит не так, зачем она, вот. Это, по-моему, Рубцов сказал, и не она от нас зависит, а мы зависим от нее, да. Вот в разделе вот этих всех моих направлений творческих, которые вы перечислили, поэзия и, наверное, фотография, как ни странно, стоят по-особому, потому что именно они управляют мною. Значит, вот в этот самый процесс, когда я нажимаю на кнопку фотоаппарата или когда я пишу стихотворение. Потому что, конечно, роман планируется, пьеса планируется, ты сидишь там месяцами, неделями пишешь, да, а стихотворение возникает спонтанно, ты сама это знаешь. У меня, допустим, чаще всего стихи возникают, когда я где-то иду, передвигаюсь, я их снимаю из пространства какого-то, да, и притом это получается так же, вот как в мультфильме про Винни-Пуха, когда Винни-Пух идет, барум-барам, бурум-барам-барам, потом хорошо живет на свете Винни-Пух. Сначала рождается интонация, и, как Маяковский говорил, стихи рождаются из гула. Вот у меня стихи рождаются из гула. Поэтому этот процесс неуправляемый. Но опять же, стихотворение, в отличие от прозы, оно не будет тебя ждать, да? Оно родилось, будь добр, хотя бы 2 строки запиши, вот, потом по ним можно восстановить. А если ты его не поймал, стихотворение сразу, то оно может улететь, потом больше к тебе не вернуться, да? Ты просто его, ну у меня такое бывает, ты просто его потом не вспомнишь, вот, саму музыку его. Поэтому поэзия вот для меня это поэзия. Я могу сидеть, допустим, писать срочную прозу или очерк или что-то еще, и тут вдруг раз приходит стихотворение и влезает вот в эту работу, ну и ты отодвигаешь и записываешь стихотворение, потому что оно главнее. Поэтому я считаю, что по востребованности оно может быть не самое главное, но по ценности для меня оно главнее все равно. Я прежде всего считаю себя поэтом. О чем вы больше всего жалеете в жизни? Я жалею больше всего о том, что значительная моя часть жизни, да, пришлось на тот период, когда существовало много запретов, значит, политических, и существовала закрытость страны. Вот. Я думаю, что если бы вот я родился в нынешние времена, я бы, наверное, где-нибудь работал в журнале National Geographic, да, или где-то еще. Потому что я очень люблю путешествовать, очень люблю ездить по всему миру. Но, а там, как вы знаете, советский человек мог выехать за границу 1 раз в 5 лет. Вот.
И, значит, до 20 там, лет вообще не пускали туда, только по каким-то комсомольским путевкам. Потом раз в 5 лет. Сколько раз он вообще за всю свою жизнь мог выехать? А потом еще какие-то страны были. Попробуй, получи визу в Америку, допустим, да? Вот. Вот это вот, об этом я жалею, что, значит, часть жизни. А потом я по своей профессии был геолог. И ну, по какому-то, значит, не хочется произносить слово глупости тех лет, но все геологические документы относились к секретным. И если ты работаешь геологом, значит тебе дорога за границу закрыта вообще. Ты работаешь с секретными материалами. Вот. А секретно, вот, а сейчас эти карты вот здесь все продаются, да? Тогда они были секретны. Мало того, мы работали с такими картами, которые сняли американцы во время Ленд-Лиза. Они тоже летали не зря, да? Они заодно там и отсняли часть нашей территории. Но на них стоял гриф «секретно». Если мы их купили у американцев, то от кого же их засекречивать, когда у них оригинал? Ну, поэтому вот это вот. И второе, что почему меня вот как-то прорвало в 2000-е годы, в 90-е с историческими персонажами, с церковными персонажами, потому что они же тоже все были под запретом. О любом служителе там, церкви можно было писать только в каком-то отрицательном смысле, иначе просто цензура бы не пропустила, потому что церковь это опиум для народа, да, вот, все, она закрыта. История главным образом описывалась начиная с 17 года, с революции. Вот тут все замечательно. Причем должны быть красные настоящие, белые, да, каких-то там промежуточных вариантов. Какие могут быть колебания у героя, там, да, и ведь это же не зависело от писателя. Вот почему я думаю, что вот таких больших писателей в советский период было мало. Они были либо те, которые вот еще на волне там 20-30-х годов, значит, выплеснулись, да, либо вот где-то здесь в Сибири, когда их не сразу вычислили, типа Астафьев, Распутин там, да, и потом они уже, ну, Вампилов уже заняли такое положение, что точно просто так их как бы прихлопнуть невозможно было. Хотя они не нравились постоянно, у них были сложности с государством. Вот. Поэтому вот это бы мне хотелось, чтобы в советском периоде было очень много хорошего. И в частности по работе с молодыми авторами, по работе с писателями. Но если бы вот кто из заботе государства еще и свободу писать о чем ты захочешь, вот это было бы замечательно. И передвигаться как ты захочешь по стране и по всему миру. Вот только об этом. Ну и жалею. очень коротко, ваши ближайшие планы, творческие планы, в ближайшее время. Когда мы что-то увидим новое? Дело в том, что творческие планы, они же тоже часто рождаются спонтанно. Есть, конечно, такие планы, которые вот они у меня за спиной в рюкзаке лежат, как у геолога. Да? Вот когда-то издательство Бичик выпустила роман «Сезон зверя». Да? Сначала в виде повести, потом я превратил в роман. И тогда же, выпустив роман, на нем написали первая часть романа, а где вторая часть. Вот. И вот я до сих пор как-то так, значит, урывками пишу эту вторую часть. Есть полностью синопсис, есть полностью план. Конечно, мне его надо дописать. Мне хочется что-то написать, какую-то большую книгу о Промчущевых, да? Потому что пьеса идет, она уже сходит, время ее уходит, и через какое-то время, ну, как это в театре бывает, лет через 10 уже театралы, новое поколение не будут знать, да, эту историю. Вот. А хотелось, чтобы она осталась, тем более, что с Промчущевыми у меня огромная часть моей жизни связана, огромное количество материала, и оно все прибывает, и вот буквально перед вылетом сюда, в Якутск, мне позвонили с Калуги и сказали, что, может быть, меня пригласят на мыс Челюскино, куда калужане отправили часовню. Вот в спектакле «Созвездие Марии» они же пытаются дойти до этого мыса, и вот до того места, докуда они дошли, там на берегу будет поставлена часовня. Вот, часовня уже туда едет, вот, а делегация там полетит, значит, следом. Почему так? Потому что Калуга
значит, ну это родина Прончичевых, моих героев. И я эту родину уже каким-то образом с Якутией связал, потому что театры русский и калужский договорились об обменных гастролях. В Калуге ждут пьесу «Созвездие Марии». Там собираются поставить памятник Прончичевым. Там собирается восстановить их дворянскую усадьбу, которая полуразрушенная стояла. Да? Вот. И с этим, конечно, тоже мои планы связаны. Поэтому надо об этом что-то большое постараться написать. Вот. Кроме того, вот вы видите, книга рассказов, которая здесь вышла, да, вот «Остров Аграфены», она, конечно, такая небольшая по объему. Вот. И есть и готовые рассказы, и есть недописанные рассказы. И я понимаю, что, наверное, мне надо выпустить такую полноценную книгу рассказов, дописать ее. Вот. Ну и, конечно, вот как всегда бывает, вот когда прошла очередная премьера в Русском театре, я всегда думаю, когда у меня поставили 3-й спектакль, я думаю, ну, 3 спектакля, это уже здорово, это уже как бы на этом, наверное, и точку можно поставить. Потом 4-й, потом 5-й. В этот раз уже 6-й спектакль поставили. Вот. Взрослые, я имею в виду, спектакли. И, конечно, я думал, ну вот этот спектакль поставят, эту пьесу напишу и все. А после премьеры сели с Андреем Борисовым, он говорит, ну что, надо что-то теперь новое делать, да? Вот поэтому планы могут возникать вот совершенно спонтанно так. Вот. И буквально сегодня утром мне предложили написать сценарий для художественного фильма, который будет сниматься в Якутии. Я пока не хочу его, так сказать, афишировать, да, но это был для меня неожиданный такой вариант. Вот. Поэтому вот планов очень много. Позволило бы здоровье и возраст бы позволил это сделать. Будем очень-очень ждать новых произведений, любых спектаклей, стихов, повестей, романов. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. И вам большое спасибо за автограф-сессию замечательную и за приглашение, за интервью. Спасибо вам.